Похоже, Таджикистан и Узбекистан братья не только по духу и истории, но и по проблемам. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Главное управление внутренних дел города Ташкента подтвердило информацию о задержании блогера Абдукадира Муминова. Как говорится в заявлении ведомства, он подозревается в вымогательстве и мошенничестве. 8 февраля в узбекском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что известный ташкентский блогер Муминов, являющийся автор YouTube-канала Кузгу, пропал без вести. Близкие Абдукадира Муминова сообщили о том, что люди в гражданской одежде провели обыск в доме блогера, который находится в Ешнабадском районе Ташкента. В 6 часов утра Абдукадир вышел из дома, чтобы заправить свой автомобиль бензином, но после так и не вернулся домой. Мы не знаем, где он находится сейчас. Он не отвечает на наши телефонные звонки. Спустя немного времени после того, как мой сын вышел из дома, в дверь нашего дома постучались неизвестные люди. В это время дома находилась моя невестка. Она испугалась и не открыла им дверь, но потом эти люди своим ключом открыли дверь и зашли в дом. Они показали моей невестке ордер и начали проводить обыск. Завершив обыск, они забрали с собой компьютер моего сына. Когда моя невестка спросила их, где находится Абдукадир, они ей ответили, что не знают. С момента его исчезновения прошло 12 часов, и мы до сих пор не знаем, где он находится. Органы внутренних дел не дают нам никакой информации, рассказала в разговоре мать блогера Сабахат Абдулаева. Задержание Абдукадира Муминова произошло на фоне рейда, прошедшего в офисе сайта human.us, а также уголовного дела, возбужденного против ряда узбекских журналистов и блогеров. Как говорится в заявлении ГУВД города Ташкента, в отношении Абдукадира Муминова возбуждено уголовное дело по статье 168 «Мошенничество» и 165 «Вымогательство» Уголовного кодекса. Задержание блогера было произведено в процессуальном порядке. Вам эта ситуация ничего не напоминает? Будто бы в Таджикистане происходит то же самое. По данным ведомства, гражданин подал заявление в ГУВД и просил принять правовые меры против Абдукадира Муминова. В октябре 2021 года блогер, согласно заявлению, обещал положительно решить уголовное дело в отношении компании, оформленной на человека, который подал против него заявление, и его младшего брата, через критические видеоролики, которые должны были способствовать принятию следователями УВД Сырдарьинской области положительного решения. В сообщении ГУВД говорится, что Муминов за это потребовал $10 тысяч, получил заранее из этой суммы $3800, потратил их на собственные нужды и не выполнил обещания. Кроме того, по данным ГУВД, в октябре 2021 года блогер Муминов на встрече с гражданином в Джизакской области сообщил, что снял негативный видеоролик про его компанию, который после публикации на YouTube-канале блогера Козгу может привести к возбуждению уголовного дела и задержанию руководителя компании. За сохранение сведений в тайне он якобы просил $70 тысяч. В качестве доказательства этот гражданин предоставил правоохранительным органам аудиозапись разговора с Муминовым и попросил принять законные меры. Напомним, что 23 декабря прошлого года на Абдукадира Муминова было совершено нападение со стороны неизвестных лиц, которые разбили битой стекла его автомобиля и избили его. Тогда в беседе блогер утверждал, что подвергся покушению. Правоохранительные органы сообщали, что на месте инцидента были обнаружены отпечатки пальцев 5 человек и бейсбольная бита, а также возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Однако подробности этого дела до сих пор не обнародованы для общественности. Мать Абдукадира Муминова связывает его исчезновение и проведение обыска в его доме с блогерской деятельностью сына. Он делал критические выступления, иногда горькие слова. Наверное, все произошло именно из-за этого. Он никогда в жизни не воровал, не обманывал людей. Он мальчик с чистым сердцем, говорит мать блогера. 27 января служба государственной безопасности сообщила о задержании директора сайта Human.us и нескольких журналистов данного издания. Спустя несколько дней стало известно, что среди задержанных есть пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана, известная журналистка Мавжуда Мирзаева. А близкий коллега Абдукадира Муминова, еще один узбекский блогер Аслидин Камол, связывает исчезновение своего друга с его расследованием, которое касалось дела зятьев президента Шавката Мирзиёева. Абдукадир проводил журналистское расследование, касающееся бизнеса зятьев президента Узбекистана. Но в декабре его начали преследовать, а затем на него напали и жестко избили. Но это не остановило Абдукадира. За 2 дня до исчезновения эти люди снова объявились и стали угрожать ему. Сейчас творится абсолютное беззаконие. Неделю назад неизвестные ворвались в офис сайта Human.us, провели там обыск и увезли с собой журналистов издания. И с Абдукадиром произошло то же самое. Даже если бы эти люди были жестокими преступниками, правоохранительные органы должны были сообщить родным об их задержании. Но нам до сих пор неизвестно о местонахождении Абдукадира, говорит блогер Аслидин Камол.
Напомним, агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана прокомментировало ситуацию с задержанием журналистов в сайтах Human.uz, призвав правоохранительные органы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать права и свободы граждан. До этого Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу задержания журналистов и призвал силовые структуры страны прокомментировать ситуацию, а также обеспечить права задержанных журналистов. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, что на самом деле происходит? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.